Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшикшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Ремонтные работы в Абхазском институте гуманитарных исследований начнутся в следующем году. Подготовку к возможному ухудшению погоды обсудили в администрации Сухума. В Абхазии пройдет 6-й международный туристический форум «Визит Апсна». Преподаватель русского языка Сидской средней школы Шалва Хизанишвили задержан по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. Подробности в материале пресс-службы СКБ. В ходе реализации оперативной информации 1 октября 2025 года сотрудниками Службы государственной безопасности Республики Абхазия в селе Шашакуара Галского района был задержан гражданин Грузии Хизанишвили Шалва Давидович по подозрению в шпионаже в пользу Грузии. За голову руки стоит! На колени! На колени! Руки за спину! Хизанишвили Шалва Давидович, 1986 года рождения. Вы подозреваетесь в преступлении, предусмотренное статьей 274 УК РА «Шпионаж», на основании чего, согласно постановлению, в данном помещении в присутствии понятых будет проводиться обыск. Автомат Калашникова. Что написано на автомате? Здесь написано «Сакатвилыш Исулина». Переводится как «Клятва Грузии». В ходе обыска мы выявили огнестрельное оружие боевого назначения. А также при обследовании домовладения было обнаружено 3 ружья с боеприпасами и военный рюкзак с провизией. На книжном стеллаже обнаружен грузинский документ, удостоверяющий его личность, денежные средства валюты Грузии и пластиковые карты банков Грузии. Затем был обследован приусадебный участок данного домовладения. В собачьей будке обнаружен сверток, который впоследствии, по заключению экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел Республики, является взрывчатым веществом. Принимаем коробку из пакета. Коробка обернута в скотч. А где произошел контакт? В Грузии? Посредством чего передавал? На меня прямо вышел. Назвался земляком. Хизанишвили Шалва задержан и доставлен в здание службы госбезопасности, где в ходе опроса он подтвердил свои контакты со спецслужбами Грузии. В результате исследования его телефонного аппарата установлена переписка с абонентом украинского оператора сотовой связи, сотрудником спецслужб Грузии Пипета Риелом, осуществляющий подрывную деятельность на территории Республики Абхазия. Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъемку одной из пограничных застав ПУ ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что он получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке. Следственным отделом Службы госбезопасности Республики Абхазия в отношении Хизанишвили Шалвы Давидовича возбуждено уголовное дело по 2 статьям. 217, часть 1, незаконное приобретение и хранение оружия, и 274 УК Республики Абхазия, шпионаж. Реконструкция здания Беги начнется в следующем году. Накануне столетнего юбилея главного научного учреждения страны его посетил президент Бадрагунба и встретился с коллективом. Глава государства дал поручение правительству начать ремонтные работы как можно быстрее. Репортаж Гугу Цевардания.
Эти стены хранят вековую историю. Когда-то здесь много лет проживала семья Шервашидзе Чачба. Высокие потолки, просторные залы, изогнутые плавные линии, напоминающие стебли растений, волны или языки пламени. Княжеское имение. Об этом гласит и сама старинная надпись на балясине лестницы у входа в здание Шервашидзе. Здесь уже много лет располагается Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Учреждение Академии наук Абхазии было образовано в 1925 году. В преддверии юбилейной даты Абиги посетил президент Бадрагунба. Он поздравил научных сотрудников с праздником. Кроме того, дал важные поручения по реконструкции исторического объекта. Дело в том, что научное заведение АНА давно нуждается в ремонте. Красивую, уникальную архитектуру здания важно сохранить. Посещал институт, общался с сотрудниками, с коллективом, и по итогам посещения института мною были даны поручения правительству о начале в следующем году реконструкции зданий Абхазского института. Думали, когда начать и как начать. Это требуется больших средств для того, чтобы сохранить образ нашего института. Да, я фотографировал, обращался, самые такие вот опасные места, обратился к президенту. Президент сам лично пришел, прошелся по всем кабинетам, увидел, убедился, что ремонт необходим для нашего института. И вот к юбилею, к столетию нашего института президент принял решение 2026 год отремонтировать, отреставрировать, сохранить здания, украшения нашего города. Это мечта наших ученых, не только тех, которые работают здесь, ученых, кавказоведов и всех тех, которые приезжают на наши конференциях и выступают. Здание Абиги было построено в 1912 году в стиле модерн. Изначально двухэтажный особняк принадлежал купцу и промышленнику Христофору Самуриди, который затем продал имение княжеской семье. В советское время здесь же располагался Центральный исполнительный комитет Абхазии, который возглавлял Нестор Лакоба. В преддверии распада СССР в конце 80-х годов в научном центре было создано общественно-политическое движение Эдгылара, которое отстаивало права абхазского народа. После Отечественной войны в здании временно располагалась администрация президента Владислава Арзенба, затем дом отдали под институт, так как здание на набережной, в котором до войны располагался Абиги, было сожжено грузинскими гвардейцами. В послевоенное время в здании проводились частичные ремонтные работы, однако этого недостаточно. 32 года неоднократно меняли кровлю, но не было такого ремонта частично в одном кабинете, во втором только так. Но в целом опасность по электропроводке. Мы не можем только в одном месте сделать, и в другом месте так и оставить, потому что тогда, когда строили или в советское время, разные были провода, которые не несут никакой нагрузки. А сейчас с помощью электроприборов отапливаем, потому что нагрузка увеличивается, и это было опасно. Но за прошлый год и предыдущие немного кабинетов отремонтировали. Тысячи статей, научных работ, выступлений выдающихся ученых, международные научные конференции – все это в Абхазском институте гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулия. Несмотря на сложности, научное учреждение ни на один день не прекращало свою работу. Ремонтные работы в Абхазском институте гуманитарных исследований начнутся в следующем году. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Встреча министра иностранных дел Олега Барцыц с политологом, ведущим научным сотрудником Института международных исследований МГИМО МИД России Сергеем Маркедоновым состоялась в МИД Абхазии 3 октября. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной и международной повестки дня, а также вопросов абхазо-российского взаимодействия. Особое внимание было уделено форматам сотрудничества в сфере дипломатического образования и кадровой подготовки сотрудников МИД Абхазии, в том числе при МГИМО, а также взаимодействию с российскими научными экспертными кругами.
Политическая партия «Единая Абхазия» подписала соглашение о сотрудничестве с российской общественной организацией «Молодая гвардия Единой России». В рамках соглашения «Единая Абхазия» создаст молодежное крыло, которое будет возглавлять Леон Бигвава. Молодежные организации «Единая Абхазия» и «Единой России» будут участвовать в совместных мероприятиях в Абхазии и России. Это будет организация, о которой мы в дальнейшем будем рассказывать подробно, будем привлекать и средства массовой информации. Доступны, мы всегда доступны, всегда открыты, будем рассказывать, объяснять и приглашать на сотрудничество. Самая главная задача молодой гвардии – это дать все те возможности, которые мы даем молодым ребятам по всей нашей стране. И оказать любую помощь в партстроительстве, в дипломатической работе, в молодежном продвижении, в форумных кампаниях. С этим соглашением мы связываем очень серьезные перспективы для наших организаций, для наших партий на долгое время вперед. Поэтому сегодняшний день для нас очень знаковый. Большое спасибо еще раз за прием. Спасибо. Аплодисменты, друзья. Шестой международный туристический форум «Визит Апсны» начнет свою работу 6 октября в Гагре. Тема форума в этом году – туризм в эпоху перемен, инвестиции, реновация и новые стандарты. Председатель Абхазского союза туризма Анна Калягина рассказала о мероприятиях, которые пройдут в рамках форума. Подробности в следующем репортаже. Форум «Визит Апсны» и выставка «Апсны Хорика-2025» станут платформой для диалога, обмена опытом и выработки новых стратегий, которые помогут Абхазии адаптироваться к современным реалиям и укрепить свои позиции на международной туристической арене. Деловая программа форума включает лекции, презентации и глубокое погружение в ключевые вопросы развития туристической отрасли. Форум соберет ведущих экспертов для обсуждения актуальных проблем, а мастер-классы позволят участникам приобрести новые практические навыки. По завершении форума будет, как всегда, опубликована резолюция. Мы рассчитываем на то, что на этом форуме будут заключены новые договора, соглашения, то, что касается новых поставок, договоров с производителями. Очень многие хотят, наверное, уже сделать какие-то ремонты в отелях, либо построить новые, сделать какие-то новые проекты. Это что касается именно выставки Хорика. А что касается нашего форума в общем, с деловой части, я думаю, очень много вынесут знаний, новых знаний, нового какого-то стимула, импульса поменяться в следующем году, стать более успешным, свои отели и свой бизнес сделать более успешным и больше привлечь и инвестиций, и сделать его более привлекательным. И, конечно же, как всегда, мы за безопасность, за сервис и за то, чтобы как можно больше гостей к нам приезжало ежегодно. Впервые международный форум «Визит Апсны» прошел в Абхазии в 2018 году и был организован при поддержке Торгово-промышленной палаты. Каждый год тема форума посвящена той или иной теме, которая беспокоит и интересна бизнесу, предпринимателям, работающим в туризме. Тема 2025 года – туризм в эпоху перемен, инвестиции, реновация и новые стандарты. Мы поговорим об инвестициях, о поддержке предпринимателей. Так как у нас генеральный партнер Министерства по туризму в этом году, они расскажут про то, как у нас будет происходить поддержка предпринимательства в туризме, какие у нас существуют возможности инвестирования в туризм, инвестиций в туризм. Также будет у нас презентация такой большой платформой «Россия – страна возможностей». При ее поддержке у нас проводится большое мероприятие. Это мастерская гостеприимства организовывает совместно с нами, с командой Абхазии, и называется конкурс «Гостеприимная Абхазия». У нас на форуме будет присутствовать мастерская гостеприимства со своими мастер-классами. И я, кстати,
всех приглашаю на эти мастер-классы, они очень будут полезны. Я думаю, что для любой сферы туризма, не только отелей и ресторанов, но также и других сфер. В последнее время все чаще говорят о необходимости классификации отелей, о новых стандартах реновации отелей. На форуме эти темы станут одними из главных, а приглашенные спикеры поделятся своими наработками. В пленарном заседании участвуют эксперты из России и из Абхазии. Поговорим мы, конечно же, и о реновации. Так как мы обсуждаем постоянно сейчас классификацию отелей и новые стандарты, которые нам предстоит пройти всем, мы поговорим о том, как подготовиться к этим новым стандартам классификации и, конечно же, сделать реновацию отелей. А реновация отеля не может происходить без оснащения отеля, да? То есть отель нужно оснастить, отель нужно подготовить. Вот. Так что, в принципе, я думаю, что и выставка, и сама деловая часть будет очень интересна и полезна всем, кто придет на наше мероприятие. Форум «Визит Апсны» пройдет в Гагре. Там и будет основная программа. Однако запланирована выездная сессия в Сухуми на форум команды Абхазии. На мероприятие приедут эксперты из России, Турции и Крыма. У нас будет выездная сессия на тему туризма. Уже в городе Сухум. Мы с некоторыми экспертами приедем сюда и будем обсуждать вопросы туризма в рамках форума команды Абхазии. Также всех приглашаю и на этот форум тоже. На сегодняшний день на форум зарегистрировались около 150 человек. Только из Российской Федерации ожидается около 60 гостей. Визит Апсны пройдет 6-7 октября. 7 октября в Сухуми пройдет первый форум команды Абхазии. Площадка объединит бизнес, власть и общество. В нем будут участвовать активные граждане из всех районов, руководство страны, финалисты одноименного конкурса, рассказал гендиректор команды Абхазии Георгий Габуня. После пленарного заседания начнется работа 3 секций по туризму, энергетике и социальной сфере. Также планируется подписание соглашений с платформой «Россия – страна возможностей». Георгий Габуня выразил надежду на то, что форум станет ежегодным. В рамках мероприятия предусмотрены подписание различных важных двусторонних документов с президентской платформой «Россия – страна возможностей». После пленарного заседания намечена работа 3 секций по важнейшим стратегическим направлениям развития Республики Абхазия. Первая секция – это вопросы, касающиеся туризма и развития туриндустрии в общем. Вторая секция – это вопросы энергетики, инфраструктуры Республики Абхазия. В рамках 3-й секции будут рассматриваться вопросы и проблемы социальной сферы – это образование, спорт, культура и многое другое. Ожидается, что в рамках живого диалога между гражданами, обществом, экспертами и модераторами будут рождены новые идеи и видение того, в каком русле будет происходить социально-экономическое развитие Республики Абхазия. 15 октября в республике стартует социальный проект «Поддержка для лидеров НКО». Цель – развитие компетенции, обмен опытом и профилактика эмоционального выгорания среди активистов некоммерческих организаций, укрепление связи между НКО России и Абхазии. Проект начнется и продлится 5 дней. Для участников организуют лекции, мастер-классы. Организаторы – российская организация «Старость в радость» Ставрополь и Абхазский культурный фонд «Платформа» при поддержке фонда президентских грантов. Ежегодное первенство среди силовых структур Республики Абхазия, посвященное памяти кавалера ордена Леона Эдуарда Нерсисяна, состоялось на базе ЦСН СКБ. В соревновании приняли участие 5 команд, представителей специальных подразделений СГБ, Министерства обороны, ГСО, ГТК и СОБР МВД. Первое место заняла команда Центра специального назначения службы госбезопасности. Как отметил председатель СКБ генерал-майор Дмитрий Дбар, главнокомандующим Бадрой Гунба поставлена задача по повышению уровня подготовки бойцов специальных подразделений.
Этому направлению главы силовых ведомств будут уделять особое внимание. На соревнованиях присутствовали секретарь Совета безопасности Рауль Лулуа, вице-премьер, министр внутренних дел Роберт Кигут, в Рио начальника ГСО Нарсоу Гунба, представители Минобороны и ГТК. Данные соревнования проходят каждый год. В них участвуют спецподразделения всей Республики Абхазия. Это состязательные соревнования, которые, помимо того, что добавляют навыки при соревнованиях, плюс еще бойцы между собой обретают и знакомства, и навыки совместных учений при боевых действиях. И это объединяет все спецподразделения. Это улучшает их и личные взаимоотношения. И никто не отменял дух соревновательный, когда каждый хочет победить, и каждый хочет показать свои навыки, отработать их. Президент поставил задачу улучшить оснащение и материально-техническую базу всех спецназовцев. Мы регулярно работаем совместно и с СОБРом МВД Республики Абхазия, и с Государственной службой охраны, со спецназом 7-м отделом работаем. Тут такие подразделения добавляются, как таможенное подразделение, тоже принимало участие сегодня в соревнованиях, и подразделение спецназа Минобороны. Президент поставил задачу на 2026 год улучшить полностью оснащение и улучшить качество бойцов, то есть привлекать инструкторов с Российской Федерации. При этом задача была поставлена увеличить зарплату бойцам. Это будет стимулировать молодых бойцов идти в спецподразделения. Это улучшит и боевой потенциал всех ведомств, которые есть, потому что спецназ — это элита, а когда элита на высшем уровне находится в подготовке, это всегда улучшает престиж страны. С 20 октября в Сухуми начнутся выезды комиссий по выявлению объектов, построенных без соответствующих разрешений. А к следующему году при администрации создадут архитектурный надзор, сотрудники которого регулярно будут проводить инспекции, сообщил мэр столицы Тимур Агурба. Изо дня в день где-то в какой-то части города что-то новое появляется, не согласованное ни с архитектурой, ни с нами. Значит, домоуправление. Значит, я думаю, где-то с 20 октября мы начнем ездить по всему городу. Каждый из домоуправов, да, из руководителей управ должен знать, что это за объект. Я когда вам присылаю фотографии, вы пару дней выясняете, что это за объект, как он появился. Такого это вообще недопустимо. Каждый из вас несет персональную ответственность за то, что творится у вас в районах. У нас есть архитектурный надзор вообще? Или кто за этим следит с архитектурой? Мы регулярно, да, ездим по городу. Ну, вы сами ездите, да? А дела такого нет у нас. Ну, сотрудники. Сейчас будете штатное расписание на 26 год готовить. Включите туда отдел архитектурный надзор, его назовите. Это будут специалисты, которые не в кабинетах будут сидеть, а целыми днями будут ездить и смотреть, что творится в городе. В Сухуми прошел чемпионат Абхазии по классическому и многоповторному стритлифтингу. В нем приняли участие спортсмены абсолютной возрастной категории, также юноши и ветераны. В классических подтягиваниях первое место заняли Юрий Цушба и Ратмир Кархалава. В классических отжиманиях лучшие показатели у Алишера Хутаба и Эсната Тарба. В подтягиваниях мультилифт первое место занял Ленард Авицпа. В многоповторных отжиманиях Юрий Цушба. В классических отжиманиях и подтягиваниях среди девушек первое место заняла Эмма Шамба. По итогам соревнования была сформирована команда сборной Абхазии по стритлифтингу, которая планируется принять участие в Международном кубке Содружества, который пройдет 25 октября в Армавире. В республике наконец-то распогодилось. Теплая солнечная погода радует и жителей, и гостей. Однако синоптики предупреждают, со следующей недели она резко ухудшится. Ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер. О прогнозе специалистов и готовности коммунальных служб к последствиям непогоды в материале Налы Чхинджери.
В Абхазии в последние дни наблюдается слишком теплая для октября погода. Буквально до 9 числа солнышко будет ласкать землю своими лучами. Уже завтра, 4 октября, воздух прогреется аж до 26 градусов. По прогнозам синоптиков, после таких жарких дней всегда следуют сильные дожди, которые обычно приводят к подтоплениям. Мы ожидаем осадки по датам, если озвучивать, это после 7 октября. Ухудшается погода, перемещается к нам холодная воздушная масса, которая обильные осадки нам может дать не только для приморской зоны, но и для горной зоны Абхазии с выпадением в горах местами и града, что будет способствовать понижению температуры воздуха. Экстремальное повышение температуры мы будем наблюдать вот буквально в субботу на этой неделе, а далее вот температура будет потихоньку понижаться воздуха. Связанное подобное явление это исключительно с понижением, со стабильным понижением температуры морской воды, что будет способствовать формированию таких опасных явлений, как вот выпадение ливневых осадков и, соответственно, усиление ветрового режима. Насколько готовы коммунальные службы города Сухум? Ведь именно на них ложится вся ответственность по устранению последствий ливневых осадков. Главой администрации дана команда перевести на усиленный режим все 15 единиц техники, имеющиеся в распоряжении города. В случае нехватки будет привлечена дополнительная техника из районов. До 7 числа готовимся. Сейчас план мероприятий подготовим. Басла, Адзябшка, Риквара, Сухумка. Из той техники, которой мы есть у нас в распоряжении, ей пользуемся, что нам не хватает оперативно с районов или откуда-то, берем в аренду и ставим на все реки. Желательно на выходы, там, где Басла впадает в море, там уже коса образовалась, то есть если она немного поднимется, она людей затопит. Поэтому работаем без выходных. По Адзябу вы работали вроде, да? Синопское закончили ущелье? Синопское закончили. В минувшем месяце в Абхазии выпало большое количество осадков, что привело к подтоплению улиц. Вода зашла и в некоторые домовладения. Основной ущерб нанесен дорожной инфраструктуре. Сильно пострадал и район Каштага. Наибольшие повреждения зафиксированы в Зукте, в Верхней и Нижней Ишере, частично в селах Яштхо и Баслата. У нас в центральной части города 8 ливневых коллекторов выходит в море. Будем выходы в море прочищать. Будем в районе Турбазы, Синопа, все реки, ливневки тоже заново проходить, просматривать, вытаскивать оттуда ветки, все коммуникации высвобождать. Работаем в этом направлении. Ну, в общем, если даже будут какие-то катаклизмы, администрация города готовится, готовы. Будем работать в усиленном режиме. Жители, которые недобросовестно относятся к ливневому коллектору, в ливневый коллектор подключают канализационные стоки. Это все уменьшает пропускную способность в итоге. Поэтому, когда большой дебит воды выпадает, очень сложно с этим бороться. Открывали люки, сами прочищали руками, лопатами, техникой, тракторами, всем, чем могли. Работали и помогали. В целом ущерб от сентябрьских ливней в Сухумском районе оценен в 28 миллионов рублей. Подготовленные сметы направлены в комиссию по ликвидации последствий стихии при Кабмине Абхазии. Уже 8, 9 и 13 октября не забудьте взять зонтик. Абхазию вновь накроет волна дождей. По прогнозам синоптиков ожидается значительное ухудшение погоды. Возможно выпадение залповых ливневых осадков. Еще раз говорю, они неоднозначны по времени и по продолжительности. В основном опасность составляют именно либо приходящий циклон, либо уходящий циклон. Между обычно равномерно распределяет атмосферные осадки, поэтому в первой половине октября, по датам, если говорить, после 7 октября мы ожидаем такие осадки, и подобные осадки будут наблюдаться и после 12 октября, а именно больше на сегодняшнем по долгосрочным нашим прогнозам на 13 октября.
Предупрежден, значит вооружен. Ливневый дождь ожидается не только в центре Сухума. Никто не знает, где именно ударит непогода. Это значит, что все районы страны должны быть готовы к последствиям. Нала Чхинджеря, Камила Джопу, Раму Камке, Абхазское телевидение. 4 октября не будут курсировать троллейбусы по маршруту Рынок-Новый район, сообщает пресс-служба столичной администрации. Это связано с работами по очистке и ремонту ливневок. А сейчас расскажем о погоде в ближайшие сутки. В выходные дни 4 и 5 октября в Абхазии ожидается переменная облачность, в субботу без осадков, в воскресенье с полудня дождь, гроза. Местами в предгорных районах возможен дождь с градом. Температура воздуха ночью плюс 13-18 градусов, днем плюс 23-28. Температура морской воды плюс 22. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.